Эмиль Джабарович Шукуров. Человек вне природы. Человек обладает огромным потенциалом, как созидательным, так и разрушительным. В эволюции Вселенной возникновение жизни означало выход из-под власти косвенных сил. Особая организация живого вещества позволяет ему противостоять мертвящей силе энтропии. Платой за такую привилегию стала необходимость безостановочного бега по расширяющемуся кругу биологических циклов самосозидания и саморазрушения. Жизни приходится без устали, ни на мгновение не останавливаясь, катить камень вверх по бесконечному склону, постоянно обновляясь во всех своих частях. Только в отличие от легендарного Сизифа, непозволительно для жизни дать скатиться камню вновь в подножью. Это означает гибель миллионов видов и новые миллиарды лет эволюции. Жизнь обречена на эволюцию. В эволюции жизни возникновение человека означало выход из-под власти биологической необходимости. Особая организация человеческого общества позволяет ему выйти за рамки границ, жестко очерченных для каждого вида. Платой за такую привилегию стала неизбежность существования, прозябания в ней живой природы. Хуже того, он противостоит ей и борется с ней, взяв себе в союзники косвенные силы. Трагичность ситуации в том, что победа в такой борьбе означает гибель победившего. Ныне мощь человека настолько велика, что он в состоянии остановить и обратить вспять эволюцию жизни. Он уже уничтожил многие сотни, тысячи видов, еще тысячи поставил на грани исчезновения. На огромных пространствах, полностью разрушив арену дикой жизни и еще на больших площадях истребив и ухудшив условия существования мириад существ, имеющих несчастье быть его соседями по планете. Приходится признать, что до сих пор то, что мы называем прогрессом, достигалось и достигается путем сокращения арены жизни. За тысячи лет борьбы с природой человек укрепился в заблуждении насчет своей независимости от нее. Приходится также признать, что звучащие последние 2 столетия предупреждения не были услышаны действующим большинством. Ни в одной стране мира не произошло решительного поворота, нигде не остановлена неутихающая война с живой природой. С помощью человека мертвые силы природы берут реванш у жизни. Человек строит островки своего кажущегося благополучия в расширяющемся его усилиями океане распада жизни. Но та частица жизни, которую он носит в себе, не ему принадлежит и не им поддерживается, чтобы он о себе не воображал. Есть места на Земле, где жизнь зарождается, развивается и возобновляется. И есть места, где тратится, расходуется, обедняется, превращаясь в подобие смерти. Жизнь творится и прирастает дикой природой, на протяжении миллиардов лет выковавшей миллионы видов растений, животных, бактерий и сотворившей пригодную для нашей жизни среду обитания. Не человек, а дикая природа каждое мгновение созидает жизнь на узкой экране небытия. Ее так ничтожно мало в масштабах Вселенной, и она столь безжалостно уничтожается собственным ее творением. Человек не просто тратит, обесценивает жизнь. Он сокращает область ее распространения. Он замахнулся на самое бесценное, что только существует в нашем мире. Рациональный сухой рассудок диктует сегодня правила игры, в которой природа не признается равноправным партнером, но лишь материалом, подлежащим обработке с тем, чтобы удовлетворить потребности человека. Разум, ведомый совестью, обнимающий все живое, во все века был и остается нынче уделом немногих, обрекая их на почти безнадежное взывание действующему большинству. Имеет ли шанс разум или трагическая развязка, которая толкает ограниченный рассудок неминуемо, неотвратимо? Человек обречен жить вне природы. Глубокая двойственность, непреодолимая двойственность. Возвращение в природу невозможно, как невозможно возвращение взрослого в свою колыбель. Призывы и попытки в этом направлении наивны. Это бегство от решения проблемы. Но существовать без природы он тоже не может. Человек обречен зависеть от благополучия природы. Благополучие человека недостижимо вне благополучия природы, живой природы. Полнота существования человека как существа социального заключается в многообразии социальных связей, экономических отношений, культурных взаимодействий,
складывающихся исторически. Человек становится человеком в процессе своей коллективной и индивидуальной истории. История – специфический человеческий процесс, неизвестный в животном мире. Не общество человек в принципе в состоянии выжить. Известны случаи выживания детей, выкормленных дикими зверями. Но они не смогли стать полноценными людьми. Человек – не сумма твоих телесных возможностей, но сумма воспитания в широком смысле слова. Человек, не сумевший приобщиться к человеческой культуре, остается ущербным существом. С другой стороны, человек – существо биологическое, включенное в интенсивный, постоянный обмен веществом, энергией и информацией с окружающей средой. У него относительно узкий диапазон требований к газовому составу атмосферы, температурному режиму, пищевым продуктам, воде и тому подобное. Основные параметры среды – результат функционирования биосферы планеты на протяжении сотен миллионов лет. Принципиальная невозможность заменить биосферные процессы искусственными ставит человека перед необходимостью сохранения естественных сообществ, видового разнообразия, как условия своего существования. Жалкие претензии человека на роль царя, венца природы просто смешны в наше время. Монархические потуги глупы в наше время, не соответствуют современному уровню мировой культуры. Дикарь и то более уважительно относится к природе, чем современный человек. Монархические потуги не просто глупы, но опасны, поскольку мощь, сосредоточенная в руках тирана, не просто велика, но безответна. Природа разоружена перед человеком. Человек делает с ней все, что хочет, не встречая противодействия. Это все ложь, что он с ней борется. Он просто грабит и разоряет беззащитного. Искусство побеждать в выборе жертвы, не способны к сопротивлению. Мы, считающие себя порядочными людьми, с негодованием отвергнем любое благо, если оно будет отобрано у других. Мы признаем, что делить награбленное аморально, если даже ты сам не грабил и не убивал. Но мы с легкостью необыкновенной захватываем все новые и новые земли дикой природы, обрекая на смерть миллионы существ и тысячи видов, уничтожая сотворенные ими угодья, лишая их возможности жить. Отвратительное лицо расизма проглядывает через присвоение человеком права убивать существа других видов. С биосферной точки зрения, человек такой же вид, как и прочие. Он такое же божье создание, как и остальные, наделенные способностью расти, размножаться, страдать и умирать. И не человеку решать, кого помиловать, а кого отправить на тот свет. Человек не может оправдать то обстоятельство, что в подавляющем большинстве случаев он даже не представляет, на какую муку и смерть он обрекает множество ни в чем не повинных существ. Благополучие, достигнутое преступным путем, аморально, независимо от того, знает ли об этом хоть кто-нибудь или нет. И речь не идет не только и не столько о законах, писанных людьми для людей, а о законах жизни, чести и совести. Победа человека над живой природой аморальна, нечестна и по своей идеологии, и по своим методам и средствам, и по своим последствиям для множества видов, включая самого человека. Человек преодолел видовую ограниченность. Это не превосходство и не повод для чванства, но огромная ответственность, не оставляющая места для оправдания пренебрежения интересами других видов. Если ты в состоянии осознать нужду другого существа, то помоги или не мешай, и не смей притеснять безответного. Все, созданное человеком, ничего не значит по сравнению с тем, что он разрушил ради этого в живой природе. Разрушение природы разрушает, возвращает самого человека, делает его жестоким, бездушным не только по отношению к другим видам, но и к себе подобным. Ничто, созданное человеком, не может служить оправданием уничтожению жизни. Мы сейчас с отвращением узнаем о преступлениях и жестокостях правителей, похвалявшихся своими бесчисленными победами, завоеваниями стран и народов. Это ложь, что победители не судят. После нас ничего не остается, кроме памяти и клейму презрения и проклятия, которое в конечном счете ставит на них безжалостная история. Не та, которую писали царькам угодливые летописцы или лживые политиканы. Уже ничем не может быть смыта. За город трупов, покалеченные судьбы, уничтоженные творения человеческого духа, разрушенные очаги культуры, поруганные святыни,
подлость и жадность, идиотское самомнение и отсутствие совести. За все это этих жалких победителей судят и будут судить. И никому не избежать осуждения за свои преступления, и никому из потерявших совесть не избежать посмертного и вечного позора. Человечество, посмотри в зеркало природы. Ты увидишь свои уродливые черты в тысячах истребленных видов, разоренных некогда кипевших жизнью землях, в опустевших и превращенных в помойку морях. И все это зло творится ради удовлетворения жалкой похоти твоей развратной цивилизации. Все живые существа имеют равные права на земле. Человек, не признающий этого, исключает себя из числа живых существ. Жизнь неустранимо сложна, упрощение смерти подобно. Человек стремится упростить среду. Он создает себе упрощенную, примитивную, искусственную среду обитания. Но самое страшное в том, что он агрессивно стремится распространять ее по всему лику планеты. Такая среда неизбежно губит жизнь. Это как раз тот случай, когда простота хуже воровства, убить проще, чем понять. Действительная сложность природы бросает вызов претензиям человека на всемогущество. Всемогущество понимания подменяется могуществом истребления, объединения и оскудения. В такой ситуации непонимание – первый шаг к пропасти небытия. Мертвое начало человека, его отъединенности от природы, он не может при всем желании в нее вернуться. Но человек может и должен вернуть природе то, что незаконно ни по совести, по злому наведению отнято, умножать пространство и разнообразие жизни. И только так он сможет победить не природу, ибо это будет для него катастрофой, а свой разлад с жизнью. Только так он может рассчитывать на будущее, на вечную гармонию с миром, его породившим.